Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия в деталях», в студии Надежда Саханская. 8-е международные спортивные игры «Дети Азии» в Якутске станут, наверное, одним из самых крупнейших соревнований в России в этом году. По предварительным данным, уже известно, что участие примут около 3500 спортсменов из различных стран. Накануне, за 100 дней до начала соревнований, на Ленских столбах состоялось зажжение огня игр. Оно ознаменовалось хоккейным матчем со звездами Олимпийских игр. А вот о том, как идет подготовка к масштабному спортивному мероприятию и о том, кто когда-то участвовал в этих самых спортивных играх, мы сегодня и поговорим с гостями нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Георгий Русланович, наверное, хочется начать с вас, потому что вы были одним из первых, кто имеет отношение к международным спортивным играм «Дети Азии». Это было еще в 96-м году. Скажите, вот как давались игры для вас? Ну, я был участником первых игр, да, 1996 года. Ну, первые игры, ну, как для спортсмена, конечно, это первые международные соревнования. Там очень крупная, комплексная спартакиада. Ну, в принципе, как давались хорошенько, мы прошли учебно-тренировочные сборы и спокойно выступили. Ну, на тот момент, ну, по крайней мере, для меня, как для спортсмена, ну, для республики, эти были крупные соревнования. Ну, со временем, конечно, еще игры масштабнее становятся. Но на тот момент, если брать 96-й год, то это очень крупные соревнования, да. Это было очень волнительно? Ну, конечно, для спортсмена это волнительно. Первый международный старт, очень большие сами соревнования. Розалина, вы присоединились к играм «Дети Азии» чуть позднее. Расскажите нам немного о себе. Меня зовут Розалина Тимофеева, я лучница, и я участвовала в 5-х международных спортивных играх «Дети Азии» в 2012 году. Там я заняла 3-е место, завоевала бронзовую медаль, и это для меня тоже такой большой толчок. Первые мои соревнования крупные были, и оттуда началась моя карьера в профессиональном спорте, можно сказать. Было очень волнительно. Я помню те дни как большой праздник спорта. И ну, так как я была ребенком, и это были мои первые соревнования, я особого такого ответственности не почувствовала. И все так, ну, хорошо, без большого волнения прошло. И заняла призовое место. Наверное, чувствовалась какая-то радость триумфа, победы? Или, да, будучи ребенком, это не особо понимаешь? Сначала было такое неосознание, что как будто обычную медаль завоевала, да, как на соревнованиях в республике. Но потом уже пришло осознание, что это большие крупные соревнования, и они, ну, очень отрадно, что историю берут они с Якутии, именно начались в Якутске. Да, действительно. А теперь мы переместимся немножечко в Казань. Алсу, мне рассказали, что вы вообще начинали свою карьеру, связанную со спортом, с момента универсиады в Казани. Вы там принимали участие в качестве организатора. А теперь вы задействованы в «Детях Азии», причем уже не первый раз. В чем отличие универсиады от «Детей Азии»? Я, наверное, сначала коротко расскажу, как я вообще пришла в спорт. Да. Именно в спортивное направление. Я сама бывшая спортсменка. Во время студенчества я попала в общественную организацию, именно которая была при Министерстве по делам молодежи и спорту. И оттуда у меня уже появилось направление спортивной деятельности. И в 2013 году я была в команде эстафеты огня универсиады 2013. С Якутией и с Якутском я познакомилась в 2013 году. То есть я первый раз приехала сюда 11 лет назад. Именно тогда мы познакомились с Владимиром Владимировичем Максимовым и его командой и узнали, что такое «Дети Азии». После этого было очень много мероприятий, которые в Казани проходили. Это все крупные международные мероприятия. И в 2022 году нас пригласили во Владивосток, там, где организовывали 7-е летние международные спортивные игры. Ну и, соответственно, далее уже пригласили сюда организовать 8-е игры. Опыт поможет, основываясь на Владивостоке. Конечно. Вообще, любое международное соревнование, они отличаются только своей спецификой именно региона, где проводятся.
По факту это структурированное спортивное состязание, у которого есть, начиная от встречи проводов и заканчивая, допустим, спортивными объектами, да, то есть из многих-многих направлений выстраивается спортивное соревнование. У каждого региона, у каждого города, там, где проходят мероприятия, свои как бы направления специфичные, но опять же, я как вот человек со стороны, можно сказать, все равно есть возможность подстроиться под них и, соответственно, провести на очень высоком уровне мероприятия. Мгм. Ну, это звучит более чем интересно. А вот как состоялась церемония зажжения огня вот недавно на Ленских столбах? Я думаю, что ни для кого не секрет, церемония зажжения прошла очень хорошо и очень массово. Говорят, что порядка 2000 человек присутствовало на церемонии зажжения. Я думаю, что это все-таки правда. Очень много просто жителей приехало, организаторов порядка 350 человек присутствовало. И сама церемония зажжения, она проходила, так сказать, по всем стандартам, по всем канонам. Она проходила, во-первых, за 100 дней до соревнований. 19 марта состоялась на территории Ленских столбов, опять же, традиционно. И также традиционно с культурой, с наследием, с присутствием старейшины и маленького мальчика, которому передавали огонь. Там же присутствовали хранители огня, которые на сегодняшний день уже охраняют огонь, оберегают его. И далее, 20 марта, у нас уже эстафета огня началась с малой родины основателя игр Михаила Ефимовича Николаева. В городе Покровске состоялась эстафета огня. Розалина, вам тоже удалось прикоснуться к истории. Вы участница эстафеты огня. Расскажите, как она проходит. Я была очень рада, во-первых, когда меня позвали факелоносцем, и для меня это честь нести огонь игр, и прошло очень хорошо. Также посмотрели огонь, пофоткались, как-то так прошло. В ближайшее время куда огонь отправится? Огонь отправится в Вилюйские и Верхневилюйские улуцы. Ну, здесь еще, можно сказать, идете по дороге, по Зимнику. А вот как быть с северными улусами, когда надо будет огонь везти на самолете? Я могу помочь Розалине. Так и будет. Будем огонь возить на самолете. Мы на сегодняшний день отработали с авиакомпанией Якутии и авиакомпанией Полярные авиалинии. У нас 17 северных районов, 17 полетов состоятся. И наша команда будет возить огонь, проводить эстафету и возвращаться в город Якутск обратно. Угу. Ну что ж, очень интересно будет на все это посмотреть. Ну и учитывая, что действительно на священной земле Ленских столбах был зажжен огонь, это все неспроста. Георгий Русланович, скажите, а вот игры, которые были для вас первые в 96-м году и сейчас уже 8-е по счету, да, в 2024-м, как-то они меняются с ходом времени? Да, конечно, но если брать 96-й год, то на первых играх было порядка где-то 8 зарубежных стран и там порядка 250 спортсменов, то игры масштабнее становятся с каждым проведением игр. И в 2016 году, последние игры, которые проходили в городе Якутске, уже было более 2000 спортсменов и 32 зарубежные страны были. Масштаб кратно увеличивается. А нас узнают за границей? А нас узнают за границей. Если брать вообще в этом году, это одни из самых крупных спортивных международных соревнований, которые пройдут в стране. Вот недавно в Казани прошли игры будущего, где также были зарубежные спортсмены. Потом пройдут в июле игры «Дети Азии» и еще одни крупные соревнования. Это игры дружбы, которые пройдут в городе Москва. Вот 3 таких крупных международных мероприятия, которые будут проходить в нашей стране. И «Дети Приморья» также недавно состоялись во Владивостоке. Там как мы черпнули спортсменов для участия или нет? Потому что, например, когда во Владивостоке были игры, у Владивостока была своя сборная, как у принимающей стороны, и республика вроде отправляла тоже своих спортсменов. То же самое было летом в 2023 года. Там
состоялись первые летние международные спортивные игры «Дети Приморья», и республика также направляла своих спортсменов, как и зимой. Совсем недавно прошли там соревнования. Сейчас была специфика, да, действительно, в том, что игры были зимние. Да. Мгм. Ну, как вам наша инфраструктура в целом? Якутск располагает тем, чтобы принять такое количество гостей? Я думаю, вполне. Я думаю, что можно даже больше людей принять, потому что есть огромное количество объектов размещения, объектов питания. Также по спортивным объектам я знаю, что 2 новых спортивных объекта да, вводятся, строятся, поэтому я думаю, что есть все шансы, возможности привлекать и расширять игры еще в более таком крупном масштабе. Какие, напомните, пожалуйста, у нас объекты появились? Ну, у нас объект построен в селе Хатасы, и в Сайсяльском округе тоже построен спортивный объект. Поэтому те 24 вида спорта, которые есть в программе соревнований, то они спокойно можно провести на этих объектах. Ну и при этом Республика Саха-Якутия имеет огромный опыт уже проведения крупных спортивных массовых мероприятий. Причем это же не только Дети Азии, это игры Манчары, Игры Манчары, игры Якутии. народов Якутии. Потом, вот сейчас буквально завтра стартует в Алдане, в Нерингре спартакиада по зимним видам спорта. Да, такие комплексные спортивные мероприятия республика очень часто проводит и имеет, еще раз повторюсь, огромный опыт проведения таких крупных Но ведь это соревнований. последовательная работа. Как считаете, почему сейчас начало уделяться такое большое внимание к спорту, причем неподдельное? Ну, это не только сейчас, если брать, также в историю вернуться, с 96-го года крупные спортивные мероприятия проводятся. До этого, те же игры Манчары, игры народов, у них история еще больше проведения этих игр. Поэтому с каждым годом, с каждыми играми наработка в организации, в проведении, она идет, да. Если брать также в историю вернуться, вот тот же 96-й год, там и времена совсем другие были. 90-е годы, да, практически и финансирование не такое было. Благодаря нашему первому президенту Михаилу Ефимовичу Николаеву было принято решение, да, о проведении этих игр. И насколько Михаил Ефимович был сам по себе дальновиден, да, и видел будущее именно в этих играх. И сейчас мы уже в этом году будем проводить 8-е по счету игры. Мы продолжим говорить об играх после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Сегодня мы говорим о подготовке к 8-м международным спортивным играм «Дети Азии». Игры побывали уже много где. И на Кузбассе, и во Владивостоке, и на Сахалине. Даже в Монголии могли побывать. Но вот случилась пандемия коронавируса, не удалось там за границей провести эти игры. Как вы смотрите на то, что игры путешествуют из региона в регион? Необходимо ли это? Для популяризации игр, конечно же, это необходимо, но не только из региона в регион. По идее, должны проходить в какой-то зарубежной стране, соответственно, потом следующие игры возвращаться обязательно в Республику Саха-Якутия, и так далее. Да, вот как вы сказали, 2020 год игры должны были пройти в Монголии, но ситуация сложилась так, что настала у нас пандемия, и, соответственно, игры были отменены, да. Но очень хочется надеяться, что Монголия... Я уверен, что в будущем Международный комитет во главе с Максимом Владимировичем, они также будут вести переговоры с другими странами для проведения уже следующих игр где-то в зарубежной стране или в каком-нибудь регионе Российской Федерации. Но в целом на популяризацию направлено много всего. Это, мы уже выяснили, путешествие игр. Это и то, что с каждым разом, когда игры проводятся, увеличивается количество спортсменов из разных стран. Это значит, что об играх знают не только у нас в стране, но и за рубежом. Причем не ближнее зарубежье, а, скажем, такие страны, как Таиланд, Лаос и так далее. Вот если говорить об информационной повестке, то в этом году спортивные игры «Дети Азии» будут освещать также
наши коллеги с телеканала Матч ТВ. Недавно специалисты с телеканала приезжали к нам в Якутск для того, чтобы осмотреть объекты. Они дали небольшой комментарий по тому, как произошел осмотр. Давайте послушаем. НВК «Саха» вместе с национальным спортивным телеканалом сейчас разрабатывает схему производства телевизионных трансляций, разрабатывается расписание и график освещения спортивных соревнований и информационных любых поводов, которые будут происходить во время самих игр. И цель нашего сегодняшнего визита в Якутск, помимо освещения церемонии зажжения огня, также проведение рабочих встреч больше в технической части для решения каких-то задач на стадионах и выдачи неких рекомендаций по организации телевизионных трансляций в будущем. Ну, понятное дело, что все-таки они говорят больше о технической части. Но вот насколько нужна информповестка для спортивных мероприятий? Полезно ли, что приедут Матч ТВ к нам? Ну, понятное дело, что они научат наших коллег. Но вот все-таки Матч ТВ такой крупный телеканал федеральный, который освещал и многие другие события. Ну, освещение международных спортивных игр, я повторюсь, да, до этого я уже говорил, что это одно из самых крупных спортивных мероприятий в спорте, которое пройдет в стране. Ну, не считая там игр дружбы, игр будущего, потом вот, дети Приморья, вы говорили, да. Поэтому освещение этого спортивного мероприятия, ну, обязано, должно быть, но не только в Республике Саха-Якутия, но и, конечно, во всей стране. Давайте поговорим о волонтерах, потому что в этом году известно, что будет около 2000 волонтеров принимать участие. Есть отдельные волонтеры для эстафеты огня, а есть отдельные для игр? Или они все входят в это количество 2000 человек? Нет, это разные волонтеры. Волонтеры эстафеты огня – это волонтеры, которые находятся в определенном муниципальном образовании. Опять же, эти волонтеры могут быть волонтерами игр, если они подали заявку через Добро.ру. На сегодняшний день мы получили порядка 5000 заявок от кандидатов в волонтеры, и у нас есть 19 функциональных направлений, по которым будут волонтеры работать. До 31 марта у нас состоятся тестирование и собеседование с волонтерами, после чего списки волонтеров, уже прошедших собеседование, будут опубликованы на сайте игр. На сегодняшний день, опять же, запланировано, что по 19 направлениям, по 19 функциональным направлениям будут проводиться обучения. И данные обучения включают лекции про игры «Дети Азии», определенные инструктажи по своим функциональным направлениям, тренинги на командообразование и много-много другое. А есть же еще и волонтеры-иностранцы. Вам присылали из-за границы заявки для того, чтобы Было участвовать? такое, да, конечно. И мы с удовольствием хотели бы использовать такую возможность и поработать с этими ребятами на играх. А у волонтеров будет такая возможность, например, проводить экскурсии по городу, рядом со спортивными объектами, рассказывать, в каком году появился этот объект и для чего он строился? Данную работу мы ведем совместно с Министерством предпринимательства. Они курируют направление туризма, и также наших волонтеров будут обучать по определенным методикам и давать достаточно объемную информацию по экскурсии, для того, чтобы они сами могли провести экскурсии для участников по объектам. Учитывая, что игры международные, для того, чтобы стать волонтером, там, наверное, было необходимо знание иностранного языка, ну, как минимум английского. Да, конечно. А вот с переводчиками будете работать или нет? Или волонтеры берут все на себя? Будем работать также с переводчиками. Это профессиональные сотрудники. На сегодняшний день заключено соглашение с СВФУ о том, чтобы этих ребят, которые являются студентами и сотрудниками кафедры иностранных языков, привлечь для проведения игр. Также наши волонтеры-атташе иностранных делегаций, они должны владеть английским языком на очень высоком уровне, и, соответственно, отбор именно по этим волонтерам идет с акцентом на язык. Причем довольно-таки жесткий.
Я вот так не говорила, конечно, что очень жесткий, но это основное требование именно быть волонтером-атташе. Розалина, а вы принимали участие как в 2012 году? Как тогда обстояли дела с волонтерами? Спортсмены же, наверное, имеют к ним отношение? Как-то они вам помогали ориентироваться? У нас был свой курирующий волонтер, получается. Они нас возили из места, где мы жили, в место для соревнований, в место, где мы кушаем, в столовую возили, на открытие возили. И вот всегда с нами был один прикрепленный волонтер, который с нами всегда везде был и курировал нас. Георгий Русланович, а в 96-м году были волонтеры или рано было об что этом были, говорить? ну, что были там волонтеры, но волонтерское движение еще в то время, оно было зарождено или не было. Ну, организаторы были, но как таковых волонтеров я лично не помню. Да. То есть вы ориентировались только на тренера? Нас везде сопровождали тренера, да, и руководитель команды, который, ну, был бы закреплен за командой Республики Саха-Якутия. В этом году уже в конце мая волонтеры приедут в Якутск для того, чтобы начать свою работу. Но если игры начнутся в конце июня, что им здесь делать целый месяц? У нас есть такая позиция волонтеров – это тимлидеры. Тимлидеры в количестве 100 человек, они начинают готовить свои функциональные направления. То есть 19 функциональных направлений – это очень большое количество действий. И поэтому эти волонтеры, которые приедут к нам, они будут, во-первых, программу обучения выстраивать также, да, подбирать волонтеров, потому что после отбора кандидатов в волонтеры у нас начинается распределение по направлениям. Соответственно, эти волонтеры, они будут осматривать все объекты, учиться на объектах спорта, на объектах размещения, питания, транспорта и на других очень важных объектах игр. А в 2012 году же игры проходили сразу в 3 городах республики? Или это было в 2008? В 2012. В 2012. Как тогда, вот представьте себе, в 3 городах надо скоординировать работу волонтеров, а сейчас все более в упрощенном варианте, все находятся в Якутске. Причем иностранные гости, которые будут располагаться, к ним тоже нужен особый подход. Учитывая культуру их народов, может быть, зная, какую кухню они предпочитают. Такая история тоже предусмотрена? Да, конечно, у нас и волонтеры, и сотрудники будут проходить обучение по именно специфике культуры стран-участниц. Поэтому и у волонтеров, и у персонала игр будет полное понимание, у кого какие предпочтения. Георгий Русланович, скажите, а вот с момента первых игр, когда вы принимали участие, с кем-то, может быть, поддерживаете связь из иностранных участников по сей день? Или Нет, не с кем было такого? непосредственно выступал, я связи не поддерживаю, но очень много ребят, которые принимали участие на тех или иных играх, в итоге стали большими спортсменами. Есть и олимпийские чемпионы, есть и призеры олимпийских игр, такие как монгольский спортсмен Тушинбаяр Найдан, потом Арсен Галстян. В итоге в будущем они стали очень хорошими спортсменами, да, олимпийскими чемпионами. А вы поддерживаете связь с теми, кого раньше могли назвать соперниками, потому Да, что я соревновались поддерживаю с ними? связь. И были еще участники не только из-за рубежа, да, Дальний Восток тоже участвовал. Ой, нет. Сибирская область участвовала, и оттуда нынешние спортсменки, как Туяна Дашидаржиева участвовала, это из Забайкальского края лучница, и поддерживаю общение, разговор с участницей из Индонезии. Она также до сих пор стреляет, в профессиональном спорте есть. Может быть, тренирует детей, готовит? Нет, она сама до сих пор стреляет, участвует на соревнованиях. Ну что ж, это очень интересно. Слушайте, а вот такой вопрос. Если мы говорим об участии в международных спортивных соревнованиях, то здесь все-таки речь идет о какой-то конкуренции или об атмосфере все-таки небольшого содружества? Ведь это дети, им еще рано конкурировать. Они же добиваются каких-то спортивных достижений, но речь идет все-таки не о борьбе за медали, а, наверное, о какой-то международной дружбе.
Ну, когда я участвовала, я особой такой конкуренции не почувствовала, даже когда вот стреляли, да, такого вот прям соперничества между собой, никакой там злости не было. Мы даже, можно сказать, немножко не осознавали даже, потому что, ну, ввиду того, что мы были молодыми, да, детьми, и больше проходило все в дружеском таком атмосфере, дружеской. Мгм. Об атмосфере на играх «Дети Азии» мы продолжим говорить после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Мы продолжаем говорить о 8-х международных спортивных играх «Дети Азии». Розалина, до того, как уйти на небольшой перерыв, вы рассказали нам о том, что на играх царила действительно дружеская атмосфера. А вот хочется вас спросить еще о том, как было проживание, ну, так назовем, в Олимпийской деревне. Жили мы в Олимпийской деревне ну так нас распределили. Я, честно, не знаю, как там жить с иностранцами, да, потому что с ними не пересекались, они жили в другом здании, поэтому мы жили только со своими, то есть с участниками из Якутии. Но там тоже ну, царила такая атмосфера дружеская, мы друг с другом знакомились тоже, потому что с разных улусов же тоже ребята приезжали на соревнования, и проводились разные культурные мероприятия в самом территории. И также там жили, общались. Ну что ж, это довольно-таки интересно. Георгий Русланович, меньше 100 дней остается до игр. Хочется вас спросить, как вы сейчас оцениваете подготовку к грядущему спортивному мероприятию? Готовность, я считаю, что хорошая. Буквально на днях Арсений Сергеевич Николаев, глава республики Саха-Якутия, проводил уже, можно сказать, установочное такое совещание, и после этого уже дал поручение конкретно, что нужно, ну, тем людям по направлениям, зампредам, заместителям председателя правительства, ну, непосредственно кто отношение имеет к играм, уже чаще проводить такие совещания, да, потому что игры, ну, как вы сказали, уже осталось 100 дней до игр, и уже в момент проведения игр должно быть уже практически все готово. Алсу, как вы оцениваете наши спортивные объекты? Вот вы когда последний раз были в Якутске? 13 лет назад, да? 11 лет. 11 лет Да. назад. Вот сейчас у нас построили много чего. Это вот и многочисленные спортивные комплексы, отремонтировали стадионы. Как вам? Я бы сказала, что спортивные объекты на должном уровне. Мне в первую очередь, когда я приезжала сюда 11 лет назад, я не знакома была с «Триумфом», я, к сожалению, не знаю, был ли он на тот момент уже построен. Когда я приехала в прошлом году и впервые увидела «Триумф», я была очень поражена, потому что очень красивый объект, как снаружи, так и внутри, он очень большой, многофункциональный. И по всем объектам, если пройтись, посмотреть, то они мне тоже очень нравятся, потому что они действительно функциональные, и там точно можно проводить международные соревнования. Ну ведь получается, что Михаил Ефимович Николаев предвидел, что из небольших спортивных игр, где было 8 стран-участниц, в первый раз проведения получится такое масштабное спортивное мероприятие. Да. Я вообще считаю, что «Дети Азии» — это настолько уникальный проект, аналогов его нет. Даже, если в России даже посмотреть, есть определенные региональные какие-то, да, мероприятия, которые проводятся, но именно соревнования в детско-юношеском спорте, именно соревнования, которые бы охватывали детей со всей Азии, таких мероприятий не существует. И вот Георгий Русланович говорил про 3 крупных мероприятия,
а именно в направлении детско-юношеского спорта «Дети Азии», они единственные в Да, этом но если году. еще вот брать Дети Азии раньше зародились, чем юношеские Олимпийские игры. Первые юношеские Олимпийские игры прошли в 1998 году, позже игры Дети Азии, и прошли они в городе Москве. Да. Так что ну, сами по себе игры, они имеют корни, ну, раньше зародились, чем юношеские Олимпийские игры. Но ведь первые игры и были посвящены столетию Столетие Олимпийского движения, да, были посвящены. А сейчас международные спортивные игры объединяют весь азиатский континент в части юношеского спорта. Совершенно верно. Скажите, а вот что лично вам дали игры? Ну, лично мне, еще раз повторюсь, первый международный старт, ну, как трамплин, да, так как у тебя первый старт международный, ну, ты понимаешь, что ребята с других стран, в принципе, такие же спортсмены, с которыми можно спокойно соревноваться и выигрывать, ну, наравне соревноваться и выигрывать у них. Да. После этого у тебя, ну, таких, можно сказать, определенный барьер у тебя сходит, да, и ты уже спокойно выступаешь на международных стартах. И большинство ребят, которые будут выступать здесь, вот сейчас на 8-х играх юноши, у них также будут первый международный старт, они также будут соревноваться со спортсменами из других стран. Ну, определенный трамплин будет также, да, для дальнейшего развития их карьеры. А вот какие постулаты жизни, возможно, дал вам спорт? Вообще в целом? Да. Ну, не знаю, человек постулаты как более дисциплинированно становится. И те цели, которые ты себе в будущем ставишь, ну, для завоевания, ну, ты стараешься их достичь, да. А цели у тебя разные по ходу твоей спортивной карьеры. Ты там, ну, вначале выиграл Дети Азии, потом выиграл первенство страны по юношам, потом стал победителем первенства России, потом уже стал чемпионом России. Ну, соответственно, они у тебя идут вплоть до Олимпийских игр, да. Розалина, что вам дали игры Дети Азии? Какие постулаты жизни вам дал спорт? Ну, также это были мои первые крупные соревнования, как я и говорила, и это был толчок в спорт профессиональный, и дали мне много знакомств, да, до сих пор держу вот связь с другими, открыла для себя новые страны, ну, за счет спорта, да, получается, и научили дисциплинированности, стрессоустойчивости. Это в жизни также помогает, и любыми путями достигать своих целей, хоть каких, хоть и спортивных, хоть и жизненных целей. Вот в этом очень мне помог спорт. Алсу, вы выступали в качестве организатора на многих спортивных мероприятиях. В чем особенность, может быть, изюминка именно Детей Азии? На тех мероприятиях, на которых я работала в Казани, это все-таки взрослый спорт. У взрослых все по-другому. Для детей, ну, мое мнение, мы в первую очередь должны организовать праздник спорта. Очень много уже говорим про конкуренцию, спрашивали мнение, была ли конкуренция. Я думаю, что именно в таком юном возрасте ребята в первую очередь должны подружиться, уметь общаться и держать рядом плечо для того, чтобы по жизни им было легче идти. И поэтому в первую очередь я считаю, что это такой детский массовый праздник. Спортивный. Спортивный, да. А вот учитывая, что это детский массовый праздник, да, со спецификой спорта, какие эмоции дарит детям, не только участникам, но и тем детям, которые вот смотрят, болеют за своих старших братьев, сестер? Я думаю, что очень многие дети, если они особенно в одной семье растут, возможно, они захотят заниматься спортом. Возможно, они также придут сначала в массовый спорт, потом профессиональный спорт. В принципе, для детей это тоже очень красивая картинка, потому что вот в рамках любых спортивных мероприятий организуется не только спортивная часть, еще культурная. И, соответственно, семьи с детьми, которые туда ходят, это, во-первых, очень большая такая популяризация спорта, массового спорта, да, и профессионального.
а во-вторых, это, также повторюсь, это праздник не только для спортсменов, а еще и для их родителей, для их знакомых, близких. У нас остается не так много времени, но хочется, чтобы вы еще дали напутственные слова тем спортсменам, которые посмотрят этот выпуск и будут участвовать уже этим летом. Прошу вас. Я начинаю, Да, да? давайте. Ну, во-первых, как уже до этого сказали, да, это на самом деле большие спортивные мероприятия, и на самом деле это праздник спорта для детей, да, чтобы те спортсмены, которые приедут в Республику Саха-Якутия, ну, ощутили этот праздник на самом деле, потому что организаторы игр делают все возможное для этого. Ну, соответственно, познакомились также с ребятами из нашей республики, из наших регионов страны, зарубежных стран. Ну, и, соответственно, тот, кто будет хорошо готов, лучше готов, еще уехали из Республики Саха-Якутия и с хорошими воспоминаниями, и еще с медалями международных спортивных игр «Дети Азии». Розалина. Хотелось бы пожелать юным спортсменам каждый день тренироваться, не пропускать тренировки и совершенствоваться, мечтать и работать над собой. Да. Алсу. Я хотела сказать, что это такое большое счастье, когда ты едешь в другой регион, в другую страну, познаешь новую культуру, традиции. И я бы хотела нашим спортсменам и спортсменам, которые приедут, пожелать, чтобы они получили огромное удовольствие от всего процесса, который будет здесь происходить. Я думаю, они получат удовольствие и будут работать над собой, достигать поставленных результатов. Ну, и получается, что Якутия остается точкой притяжения настоящих спортсменов. Хочется очень верить. Я думаю, так и произойдет, что игры пройдут на самом высоком организационном уровне. Я благодарю вас, что пришли сегодня в студию за очень интересную, не то чтобы содержательную, но больше душевную беседу. Этого очень не хватало в этой студии. Вот. А на этом выпуск нашей программы «Якутия в деталях» завершен. В студии была Надежда Саханская. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.